северном городе на больничной койке лежала тяжело больная девочка. Во сне она увидела чистое синее небо, и вдруг какая-то неведомая сила подняла ее с постели. Взлетая, она превратилась в розовую чайку, дочь Арки. Под звук органа, под ритм седи, перед ней морозными узорами, северными ветрами проносились юрты балаганы. Бескрайние просторы тундры, покрытая серебристым снегом тайга, сверкающие льды в переливе северного сияния. Вдруг розовая чайка, услыша выстрелы, доносящиеся из леса, ее всегда тянуло в ту неизведанную сторону. А заслышав плач, юная чайка, не подумав об опасности, покинув родное озеро, стремительно полетела в тайгу. В кустах она заметила раненого медвежонка. Его подстрелили браконьеры. Малыш истекал кровью и мог погибнуть. Когда-то так браконьеры убили ее мать. Потеряв самое дорогое, он долго скитался один по тайге. И тут она вспомнила, как бабушка рассказывала про ее особый дар от природы. Лола, ты символ чистоты и света, ты сияние водной лазури, прекрасная заря, ты сильнее тьмы. Ты, Лола, сможешь растопить зло любовью чистого сердца и изменить мир к лучшему. Надо только очень захотеть, и твои желания обязательно сбудутся. Но о чем бы ни мечтала Лола, ее желания никогда не исполнялись. Но она очень захотела помочь бедному медвежонку, ведь речь шла о жизни и смерти. И взволнованная Лола стала приговаривать, как учила ее бабушка. Я луч света, луч мечты, солнце, небо, помоги! Земля, воздух, силу дай, жизни искру передай. Вдруг медвежонок зашевелился, кровь остановилась, и на глазах затянулась глубокая рана. Но вдруг друзья заметили, что лес стал какой-то унылый, серый, тихий. Птицы перестали петь, а небо затянулось дымкой. Вдруг чайка с медвежонком услышали тяжелые стоны. Это олененок застрял в вонючей грязной трясине. Нельзя было стоять и смотреть, как он погибает. Надо выручать. Каждую минуту олень погружался в грязное месиво. Чайка пригнула веревку, олененок, схватившись зубами за ветки, выкарабкался. Встав на свои сильные ноги, он стал красивым и статным. «Ой, чем это пахнет? Неужели пожар?» — сказал медвежонок Софье. Олененок Арчи принюхался, навострил уши и посмотрел по сторонам. Да вот в той стороне, ближе к трассе, горит лес. Чайка Лола стала просить небеса о дожде. Я — луч света, луч мечты, солнце, небо, помоги, земля, воздух, силу дай, ветер, тучи нагоняй. Поспешили тяжелые тучи, полил дождь, но вместе с водой потекла какая-то ядовитая зеленая жижа. «Ой, что это?» — испуганно воскликнула Лола. «Я опять сделала что-то не так! Прячьтесь!» — крикнул Арчи.
В укрытии Алененок объяснил: это все из-за химического завода. Его построили рядом с нашим лесом, недалеко от города. Как? Ведь нет никакого завода. Розовая чайка не могла больше сидеть на месте. Смутная тревога поселилась в ее сердце. Ей не терпелось поскорее проведать свое родное озеро. Подлетев, Лола не поверила своим глазам. Некогда огромное, чистое голубое озеро превратилось в маленький грязный, протухший водоем. Вокруг назойливо кружили мухи, в воде плавали целлофановые пакеты, бутылки колы, одноразовая посуда. Даже некуда было присесть. Кружа в отчаянии и плача над своими родными местами, она увидела, как ей показалось, корягу, и расстроенная села на нее. А это оказалась рыболовная сеть. Лола попыталась выбраться, кричала, звала чаек, но никто не откликнулся. Чем больше она трепыхалась, приподнимая попытки выбраться, тем больше запуталась. Паника и бессилие, отчаяние пронзили все ее существо. Тем временем в лесу друзья заметили, что уж очень долго нет ей подружки Чайки. Умный совенок предложил: скорее всего, Лола полетела в места обитания к озеру. Куда может еще полететь Чайка? За мной! Совенок увидел сверху светлое пятно. Лола! Она лежала без сознания, запутанная и обессиленная. Совенок рассказал друзьям о беде, в которую попала Лола. В таких случаях может помочь хозяин местности, дух озера. Услышав звуки хомуса, дух озера освободил Лолу. Под звуки хомуса друзья смело и дружно взялись за дело очищать берег озера и лес от мусора. А в это время в больнице большого города у кровати внучки сидели бабушка и дедушка. Но все было напрасно. Единственной внучке с каждым днем становилось все хуже и хуже. Кто-то подсказал: надо обратиться к великому Аюну-шаману. Всю ночь он камлал и наутро ответил: я не смогу вам помочь. Вам поможет дочь северного края, заря полярного круга, розовая чайка. А встретить ее можно, если только повезет. Ради единственной кровиночки они взяли себя в руки, где все богатства мира были им нужны. Только бы внучка осталась жива. Вдруг дедушка и бабушка попадают в лес, где медведь хотел убить старика за его прошлые грехи браконьерства. Но его вдруг спасает розовая чайка. Ко мне прилетела душа маленькой девочки. Она умоляет меня помочь, сказала чайка. Мы сделаем все, что ты пожелаешь, только спаси нашу малышку. Не веря в чудо, взмолилась женщина. Мы с муж с женой рухнули на землю, стали умолять птицу, но услышали. Очистите свои сердца, в них слишком много зла. Чтобы спасти ребенка, надо быть чистым сердцем и помыслами. Женщина не поверила. Я никогда ничего плохого не делала. Я всегда была верной, хорошей матерью и женой, и бабушкой. Разве можно меня обвинять?
«А твое высокомерие и гордыня», — сказала Лола голосом старой чайки. Женщина побледнела лицом. Ей стало стыдно за то, что она прогоняла бедных родственников, относилась ко всем свысока. И тут чей-то таинственный голос произнес: «Ты, мужчина, сильный и смелый, а убивал слабых, не щадил ни детенышей, ни их матерей. Природа дает столько, сколько нужно, но не больше». Дух Баяная продолжал: «Разве ты не понял, что за остальное будешь расплачиваться? Ты же знаешь главный закон тайги: бери не больше, чем можешь отдать». Да, я понял. Но что же мне делать?» — каялся старый браконьер. Они с женой горько плакали и просили прощения за свои грехи. Супруги поняли, что всю жизнь жили неправильно. Как долго супруги пролежали на земле, они не помнили сами. Но вдруг предвестница перемен, розовая чайка, взмахнула крыльями. «Ваша внучка будет жить, но по закону тайги вы должны вернуть долг». Вместе с лесным народом они с энтузиазмом принялись трудиться, возрождая тайгу, убирали скопившийся за долгие годы мусор, от которого задыхалась природа, а розовая чайка трепетно и без устали работала над возрождением чудотворных семян, которые когда-то росли здесь, но исчезли от пагубных изменений. Те волшебные звуки хамуса разлетелись по всему миру. Древний язык вибрации будто убрал неведомую скорлупу с глаз людей. В больничной палате неожиданно пришла к себе умирающая девочка. Маленькая дочь северного края слышала сердцем звуки природы, дышала с ним одним ритмом, сливаясь в чарующие мелодии, передавала людям всю красоту и величие родных просторов. От звуков целебного хамуса стали выздоравливать и другие пациенты, даже самые тяжело больные, впитывая всем своим существом магические звуки, наполнялись энергией жизни, любви и благодарности. Клиника для безнадежно больных стала центром мира, здоровья, любви, куда устремлялись все, кто был на краю. Когда дочь Севера играла на хамусе, многие видели парящую над ней невиданной красоты птицу, розовую чайку, предвестницу перемен к лучшему. Недаром розовую чайку называют жар-птицей Арктики, птицей, исполняющей заветные мечты, исходящие из глубин чистого сердца. Меня зовут Попенов Богдан, я с 5-й СМИ. Мне понравился больше всего олень, потому что он увидел свою подругу и пошел на помощь к ней. Я хочу, чтобы нашу планету защищали и не вредили экологическим заводам. Я зовут Мадлена Карпова. Я играла розовую чайку. Мне понравилась розовая чайка, потому что она сильная и умная. Меня зовут Сивцев Герман, я в 3 классе, я в 6-й семье. Мне понравилась сказка «Чайка», потому что сова, она друг чайки розовой. Она помогает друзьям, чтобы спасти от мусора. Я хочу сказать, чтобы наша планета всегда была чистая.
Меня зовут Костя Корнилов. Я учусь в 8 Б классе, занимаюсь математикой и люблю читать книги. И я еще люблю мультики смотреть. Мне понравилось медвежонок, который у него была ранена лапа, и он истекал кровью. Абориген он стрелял его, и потом его перевезли в клетку, посадили его, потом розовая чайка услышала что голос медвежонка. Она прилетела к нему и сказала: «Я луч света, луч солнца твоего, помоги твоему другу». И я тебе, кровь у него остановилась, и у него глубокая рана, и он выжил. Здравствуйте всем! Я ученица 11 класса. Когда нам сказали, что мы будем ставить розовую чайку, я сначала не знала, что такое розовая чайка и что она делает. Когда мне это все рассказали, я с удовольствием приняла эту сказку. Ведь розовая чайка, она помогает озеру. Мне очень стало интересно. И также мы участвовали в истории. И там мне очень понравилось выступать. А также мы очень рады видеть в нашей школе автора этой сказки. Мы очень ей благодарны за то, что она написала такую сказку. И надеемся, что дальше будет еще больше таких сказок замечательных. Мы выражаем огромную благодарность школу-интернату за то, что они поставили нашу экологическую сказку. Экологическую сказку Анастасии Дарбасовой «Приключения розовой чайки и ее друзей. Жизнь через 30 лет». Сами дети вместе с педагогами поставили теневую сказку. Отрывок из сказки рассказали, и дети сами сегодня очень хорошо отозвались об экологии, об охране окружающей среды. И все наши сказки направлены на пропаганду именно охраны окружающей среды. И мы выражаем огромную благодарность также Министерству экологии, охраны природы за то, что поддержали наш проект. И также я хочу выразить огромную благодарность педагогу дома-интерната Анне Валерьевне Филипповой. И действительно, пропагандируя через такие ценности, как сказка, через детей, то, что дети услышат в детстве, конечно же, это у них останется в памяти навсегда. Тем более, если сами они участвуют в этой сказке, сами они рассказывают. И сегодня также мы провели такую небольшую викторину, и очень много детей сказали, что они любят окружающий мир, такой предмет, да, и в будущем хотели бы заниматься экологией. И также я хочу сказать, что Министерство охраны природы всегда поддерживает наши детские социальные проекты, и благодаря им Национальному парку Ленские столбы мы благодарим, значит, зоопарк Ортодойду, и сегодня детишкам вручили сертификат, чтобы дети школы-интерната все могли посетить зоопарк бесплатно этой весной. И тем самым мы пробуждаем в детях, современных детях, любовь к природе. На этот проект наша школа попала благодаря республиканской общественной организации ЭйГе, руководителю Валентина Васильевна Сартаева. По ее приглашению мы попали в музей, интерактивный музей «Россия. Моя история», где наши ребята поставили теневую сказку автора Анастасии Дарбасовой «Приключения розовой чайки». На самом деле теневое представление у нас в школе уже существует не первый год. Этим занимаются у нас воспитатели 4-й семьи. Вот, и они со своими ребятишками уже давно работают, ставят сказки, теневые сказки на разные тематики. Сегодня очень отрадно то, что мы смогли детям показать данную сказку, и отрадно то, что автор этой сказки сегодня был у нас в гостях. Также все организаторы этого проекта были у нас сегодня. Это очень нас радует, нас окрыляет, поддерживает на будущее, значит, развитие, на будущее, значит,
на будущую работу по экологической теме. И то, что они нас сегодня пригласили дальше совместно сотрудничать, это для нашей школы тоже очень важно, потому что экологический вопрос – это очень довольно трепетный вопрос, который волнует не только нас, взрослых, но и уже с детского возраста мы должны прививать любовь к природе, к окружающей среде.